Самым крутым морозом, когда я решил снять кадры салюта в нашем поселке, была ночь в Новый год в минус 36 градусов. В нашем поселке, за почти 2000 километров от русского города Донбасс, народ встретил Новый год согласно традиции салютом. Россия жива и будет жить, а кто не хочет этого, надорвутся ожидающие. После Нового года установилась нормальная морозная погода. Минус 40. В такую погоду сильно гулять не тянет. Мороз и солнце, день чудесный. Как это Пушкину такие верные слова приходило в голову. С непривычки дыхание перехватывает. И щеки немножко жгет. А так ничего. Морозик и морозик. Такой мороз народу не страшен. Особенно, когда семейный поход в магазин. Да, такой народ не победить. Катается хоть бы хны. Практически ночью. И мороз нипочем. Морозная пора вроде у нас закончилась. Как в декабре начались морозы. За 30, часто за 40. Ну, вроде закончились. У меня лыжные проблемы тоже закончились. Делаем первый поход. Задача такая. Я там больше месяца не ездил по своим дорогам зимним. За это время купил кучу приманок на карасей. Но карасями после продолжительных морозов заниматься не буду. Там лед наверняка на озерах. Шина на бензопиле не достанет. Поэтому будем проверять приманки на удочку. А первым делом надо пробить дорогу. Снега в этом году наваляло больше, чем в прошлом году. Блин, мне еще чистить надо придется. Нифига. Ладно, куда деваться? Любая прогулка начинается с работы. Не поработаешь, не погуляешь. Ну, хотя бы так. Ну как по ощущениям, снега в этом году больше, меньше? Больше. Больше? Да. Если верить прогнозу, на 10 сантиметров больше. Да. Больше, чем в прошлом году. Снег чистить, зато талия тоньше будет. Далеко уходите? Проскакал лучшей дороги первый сорт. Фух. А дальше что-то мне не особо нравится. Блин, я это проеду с таким снегом. Вот это да. Снега навалило. Супер. Не то что первый сорт, а супер первый сорт. Да это почти метр снега. Хорошо уширенные лыжи далеко не тонут, держат. А вот дальше все проваливается и капитально проваливается. Ну что, санями стронешься или не стронешься? Налегке-то едет! Ну, снежок! Не, санями не едет. Сани оставлю и сейчас без саней попробую. Ой! Стекло соскочило! Вот мама мия! Где я найду? Ладно. Охренеть! Тут явно мощности не хватает. Тонет, блин, полметра почти. Мать моя. Ну, даже не знаю. На лыжах, что ли, сначала пробить? Ну что, испытаем до кучи лыжи.
Пожалуй, нам будет жарко идти. На лыжах по такому снегу может запросто потовышибающее будет идти. Так, закусь берем. Все-таки не лето и даже не осень. Поехали на лыжах. Животик мешает. Ну что сделаешь? Ну что, проверяем, как он по целине пойдет. Ну, получше, чем снегоход. Ну что, приятели, будем пробивать тебе дорогу. А на лыжах, в принципе, ничего. Все-таки глубоковато. Лыжа тонет. Глубоковато. Сил много тратишь. У нас очень долго стояли морозы. Ходьбы не было. Поэтому неприлично талию потерял. Слово пузо выросло не говорю. Поэтому утрамбовывать это пузо, первый сорт ходить по такому снегу. Одна красота. Искусственный камус на моих лыжах. На первый взгляд какой-то невзрачный. Но на горках держит первый сорт. Подниматься в горку вообще никаких проблем нету. Грамм назад не скользит. Учитывая, что сегодня снег падал, это свежайший след мне по дороге попался. Свежайший. И лиса пробежал. Лиса, в принципе, не такое тяжелое животное, но тоже тонет, тоже. Снег для него и тоже проблематичный. Глубокий и мягкий. Так, кто сказал, что перекуры вредны для здоровья? Он не прав. Время от времени перекуривать надо. Ну, на искусственном камусе. О, красота! Фух. Чайку, что ли, глотнуть? Я не замерз, потому что шел достаточно далеко, то бишь разогретый. Но чисто для поднятия духа. Где ты там, мой чай, спрятался? Давай, иди сюда. Да, давно физической нагрузки на ноги таких не было. Фу, не растянуть раньше времени мышцы ног. Поэтому перенапрягаться не будем, идем назад. Это мы еще вернемся. Гудят ноги, гудят. Пошли домой. О, обратно идти по лыжне. Красота одна. Легкотня. Вау, даже немножко скользит. Когда второй раз поеду, надеюсь, снегоходом здесь отдыхаете. Шейчик-мор, как у нас говорят, проеду. Под лыжами лыжня вроде как крепкая кажется. За 2-3 раза пробью дорогу. Уже на горизонте снегоход показался. Скоро дойдем. Ну, что сами соскакивали, то не хотят. Вот жизнь. Я в поход пошел, закусь на 3 раза взял. И что, все обратно тащить, что ли? Нифига. Сейчас мы паштет с мясом птицы. Мясом. То бишь что-то еще есть? Ладно. Сейчас проверим. Ну, с нынешней химией есть мясо, нету ли мяса. Догадайся разве? Будем считать, что, наверное, что-то да есть. Ты что, без хлеба, что ли? Нифига. Война войной, а хлеб по расписанию. Закусь мне боком вышла. Зуб треснул. Ну, осколок. Куда он? Нифига, что кусок мяса вырвал. Куда пенсионеру деваться? Хорошо, по статиш таскаю. Горбушка хлеба твердая оказалась. Зуб обломал. Ладно, бывает. Да, десна побаливает. Ну да ладно, потерпим. Пройдет. Рано или поздно пройдет. Нормальный снежок, нормальный. Ну что, поедешь? Надеюсь. Что мы не тебя
тебе отдельно таскать, что ли? Ну, хотя бы так. Поехали! Нормально? Ну что, можно сказать, с Божьей помощью или без нее приехали. Да, снега в этом году, мать моя, капитально. На пробитие дороги несколько дней уйдет. Вчера по этому снегу Вася у меня уехал в избушку, защитку на гусей делать. Как он доедет, мама мия. Будем ждать. Надеюсь, он там не застрянет. По сути дела, лучше на лыжах пробить, а потом по лыжне проехать. Снежный год. Интересно, стекла лишился на фару. Стекло отдельно вряд ли продается. Придется еще и фару покупать. Да еще и зуб сломал. Осколок выдернул. Ну, год начинается нормально. Интересно. А в остальном прекрасная Мартина. Все хорошо, все хорошо.